19:30. Месса си минор Иоганна Себастьяна Баха впервые в истории мирового театра будет поставлена в Казани как законченное сценическое действо с оригинальным сюжетом и многочисленным составом исполнителей. Выдающийся танцовщик 20-го столетия Владимир Васильев приступил к работе над сложным философским произведением вместе с труппой балета театра имени Джалиля. Первая встреча в репетиционном классе началась с прикосновения к теме. Это не первая работа Владимира Васильева с казанской труппой. В 1988 году на сцену театра имени Джалиля были перенесены картинки из русской жизни Антона Чехова в балете «Анюта». Сейчас глобальное произведение, которое может одинаково звучать на многих площадках мира. Тем не менее, Владимир Васильев считает, что не любая географическая местность может стать воплотителем его идей. Было это в Риме, это было больше 35 лет тому назад. Легендарный танцовщик мечтал поставить мессу си минор Баха еще более 20 лет назад в Италии. Теперь его мечта осуществилась. Осталась лишь мопассановская пышка и луна и грош Сомерсета Моэма. Мечты начинают сбываться в монументальном произведении, перекрывая беллетристику. К такой работе подходят, вынашивая идеи и мысли, не одно десятилетие. Я вообще считаю это произведение самым великим в музыкальной литературе всех времен. И есть, наверное, закономерность, ведь месса си минор Баха не ставилась никогда. Вот прошло уже больше 250 лет со дня ее написания, а ни разу. Вместе си минор Баха борьба контрастов черного и белого, скорби и радости, света и тьмы и пиршества духа, воспевающего жизнь. Пока же все начинается с нуля. Известное сочинение, написанное для хора и оркестра, теперь будет дополнено сценическим нововведением с участием балета и солистов. Нужен необыкновенно потенциально огромный театр. И вот в данный момент как раз в Казани, наверное, подошло то время, когда нужно ставить вот такие великие произведения. Месса си минор, второй совместный опыт театра и Васильева, будет показана весной 2015 года на сцене Большого театра России в Москве во время празднования юбилея метро. Дмитрий Пивоваров, Альфред Камилевский, телеканал «Эфир».